Арктика может стать ближе благодаря дирижаблям. О развитии транспортной доступности Якутии, особенно арктических территорий, мы сегодня поговорим с гостем студии, лидером консорциума дирижаблей Якутии, генеральным директором компании Bedford Group, специализирующейся на транспортировках всеми видами транспорта проектных промышленных грузов, Владимиром Ворошиловым. Владимир Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Основной проблемой транспортной инфраструктуры нашей республики это является труднодоступность арктической зоны. Расскажите о проекте «Транспортная логистическая система», которая может стимулировать развитие как Сибири, так и Дальнего Востока и Арктики в целом. Да, мы очень много работаем над проблемой доставки грузов, особенно в труднодоступные места. В Якутии это как раз один из примеров, где территории очень большие, плотность населения маленькая, но тем не менее доставлять грузы нужно. Люди живут, хотят иметь полноценную жизнь. И те, кто пришел сюда развивать бизнес, они тоже хотят иметь хорошие возможности для того, чтобы реализовать свои планы по завозке грузов или вывозу отсюда. Анализировав эту ситуацию, мы пришли к мнению, что ниша, которую может занять дирижабль, она сейчас пуста. Огромное количество аэродромов, которые остались от Советского Союза, пришли в запустение и не могут использоваться для авиации. То же самое касается и авиации. Очень парк устарел. И часто невозможно выполнять ту программу полетов, которая была раньше, исполнялась на севере. Кроме этого, дирижабль позволяет, собственно, довозить грузы, которые вообще не рассматриваются для перевозки ни вертолетом, ни самолетом. Это крупные грузы большого веса, большого размера. Ни самолеты, ни вертолеты не могут эту работу сделать. Кроме этого, дирижабли это могут сделать значительно дешевле. Вот. И в этой связи появляется возможность полноценно насытить жизнь республики так, как это в центральной части России, где очень хорошая инфраструктура, и где не составляет проблем ни для бизнеса, ни для населения полноценно жить и развиваться. Применив технологию с использованием дирижаблями здесь, мы можем радикально изменить ситуацию. Республика заживет другой жизнью. Опасных грузов это тоже касается? Конечно. Для опасных грузов дирижабли, наверное, самый выгодный транспорт, потому что те объемы, площади и конструкции дирижабля позволяют отдалить груз непосредственно от персонала, от летчиков, и композиционные материалы, из которых будет сделан дирижабль, они наиболее хорошо подходят для агрессивных сред или радиоактивных или еще что-нибудь. Это идеальный транспорт и в этом смысле тоже. Вот вы упомянули, что дешевле на дирижабле, чем на самолете и вертолете, а по времени как? По времени дольше. Но опять же, как считать? Самолет летит не с точки А в точку Б, а с аэропорта в аэропорт. Дирижабль же может лететь непосредственно из точки А в точку Б. Поэтому хоть мы и медленней движемся, а скорость дирижабля будет примерно составлять 150-180 км в час. Это медленней, но зато мы... Прямо в точку. Да, мы можем непосредственно приземляться туда, или даже не приземляться, а зависать над этим местом и осуществлять разгрузку или доставку чего-либо непосредственно с дирижабля, будущий еще он не сел, а непосредственно с воздуха. И такой вариант тоже возможен. Тема действительно интересна и нова, да? Вот сколько времени уходит, наверное, в среднем на строительство какого-либо из дирижаблей под конкретную задачу, если сравнивать с самолетами, опять же, потому что мы сейчас только об этом, по сути-то, и говорим? Вы знаете, похоже. Циклы строительства похожи. С самолетом полгода, год
в зависимости от типа, вида, величины, дирижабль же может Ну, вот а быть. какую роль в этом проекте, перебью вас, да, занимает ваша компания? Вообще, чем она будет заниматься? Мы в самом начале пути и занимаемся как консолидацией мощностей и игроков, конструкторских бюро, всей, я бы сказал, мысли современной инженерной, которые наша страна обладает, вокруг центра, который может производить эти дирижабли. В данном случае я говорю о предприятии ДКБА, нашем старейшем предприятии, которое еще с советских времен было основано именно для этой цели нашим правительством, для строительства дирижаблей. Там сохранился хороший инженерный состав, прекрасный эллинг. С помощью нашего государства разработчики разработали современные материалы, которые способны удерживать гелий, а гелий у нас является основным элементом, который будет пользоваться дирижабль. Все это позволяет развивать строительство уже сейчас. Это одна часть задачи. Вторая часть задачи – нужно, как ни странно, консолидировать и потенциальных потребителей, потому что сейчас это разрозненные запросы и желания. То одной компании нужно, то одной группе людей нужно. Но понять именно, а какие объемы, а какие грузы, а какие направления, с тем, чтобы можно было посчитать себестоимости этих перевозок, а также определить модельный ряд этих дирижаблей с точки зрения грузоподъемности, наиболее эффективной на этих направлениях. Вот это задача, которую нужно сделать. А вот есть ли похожий опыт за рубежом, там, в скандинавских странах или там, в Канаде, в США? Вот, кстати, недавно сообщение в Твиттере о дирижабле Amazon оказалось первоапрельской шуткой японского художника. Я думаю, художник был недалек от истины. Почему и в эту шутку поверили? Потому что дирижабль существует, квадрокоптеры существуют, соединить одно с другим не составляет никакого труда, ни технологического. Это лишь фантазия, которая осуществимо, и такой принцип управления доставки груз имеет право на существование. Владимир Владимирович, ну, пожалуй, самая главная, наверное, составляющая любого крупного проекта – это финансовая часть. Да, вот как она сейчас решается, реализуется? Она сейчас обсуждается только крупными мазками. И что такое дирижабли с точки зрения себестоимости, разработки? Да, эта работа ведется, но пока непосредственно о финансировании речь не идет. Сейчас мы занимаемся, еще раз сказал, той первой задачей, которая позволит, собственно, понять, а что нужно строить. Как только мы это решим, перейдем к следующей части. Ну вот как раз таки, какие сейчас ведутся переговоры для того, чтобы вот этот проект, дать толчок этому проекту? Переговоры непосредственно с потенциальными потребителями этой услуги, выявлением даже среди них максимально необходимых и максимально эффективных. Потому что все-таки нам нужно начинать в условиях, когда дирижаблей будет немного, это будет 1-2, и нужно будет понять, а где, собственно говоря, применить его, чтобы максимально эффективно показать его целесообразность и отработать технологии до конца с тем, чтобы можно было тиражировать уже в других местах. Вот, собственно, сейчас вот такая кропотливая работа и ведется. Ну, а насколько активны вообще инвесторы? Нет, еще инвесторов, мы даже с ними не говорим об этом. Не говорим именно вот с этой точки зрения, потому что все понимают, что основную роль на данном этапе должно сыграть государство, вложив в это средства для подъема, как это существует и везде во всем мире, наша страна не исключение, собственно, как и само появление предприятия по строительству дирижабля, это решение правительства, и
с помощью вливания средств и привлечения специалистов все это и заработало. Специалисты и все, что нужно, Эллинг у нас есть, остается только вопрос понять, что строить, и уже определиться с финансированием. А какова ваша цель приезда в Якутию, в Якутск? Ну, во-первых, мы начинаем не с пустого места. Сама республика заявила о своем желании и иметь этот вид транспорта. И, собственно говоря, это послужило толчком и для нас, с тем, чтобы активизировать нашу деятельность. И сюда мы приехали по приглашению тоже республики, с тем, чтобы провести как раз прямые переговоры с потенциальными заказчиками, а также, ожидая приезд министра Мантурова, высказать наши пожелания, наши соображения министру по поводу развертывания этого проекта в Якутии. Ну, вообще заинтересованность какая-то есть с нашей стороны? Да, я же и говорю, сам старт этого проекта был связан с тем, чтобы представители республики, университета, Попов Дмитрий Семенович прилетел в Москву и посетил наше предприятие, и где доложил нам о ситуации в республике и о желании иметь такой вид транспорта в республике. Владимир Владимирович, большое спасибо за интересную беседу. А я напомню, это было актуальное интервью сегодня с лидером консорциума дирижаблей Якутии, генеральным директором компании Bedford Group. Мы говорили о развитии транспортной доступности Якутии.